Одними из главных сельскохозяйственных культур в стране являются мандарины. Абхазские мандарины – это известный бренд, который любят и знают многие. Практически все собранные цитрусовые отправляются на экспорт в Россию. По прогнозам Минсельхоза в этом году ожидается до 30 тысяч тонн урожая. На данный момент вывезено порядка 4,5 тысяч тонн. На 1500 тонн больше, чем в прошлом году. Это, как специалисты считают, связано с тем, что увеличиваются посадки цитрусов раннеспелых сортов. То есть первым долгом, и потому как и цена, и уход, и урожайность как-то отличается. То есть крестьяне выбирают лучшие для себя. И с этим связано. И второе связано с тем, что в прошлом году очень поздно поспел урожай из-за климатических условий, и поэтому где-то практически в декабре даже начался массовый спор. Правила перевозки сельхозпродукции частными лицами через государственную границу действуют не первый год. Так, на любой вид фруктов и цитрусовых установлена норма не более 25 килограмм на человека с соответствующими документами на перевозку. И, конечно, когда крестьянин вывозит на личном транспорте груз, превышающий эту норму, российские таможенники возвращают его обратно. Пока массового сбора нету и перевозки, я могу сказать, что где-то 12 рублей обходится вместе с всеми документами, вместе с платежами, которые берут участники внешнеэкономической деятельности. Но, тем не менее, порядок есть. Нам коллеги дают возможность вывозить по определенной территории. Но об этом больше скажут специалисты, кто этим занимается. Но подготовлены мы, и вот если начнется массовый спор, к тому, чтобы продукция была вывезена, вся продукция, которая будет собрана на территории Абхазии. 20% из общего объема земель с цитрусовыми насаждениями Абхазии приходится на государственные индивидуальные предприятия. А остальные 80% – это приусадебные участки, принадлежащие крестьянам. Беслан Джопу рассказал, что Минсельхоз готовит предложение для Кабмина, запрещающее перевод земель, на которых расположены цитрусовые плантации, в другие категории. У нас сейчас по последним данным, я цифру еще пока мы не подготовили, проходит проверка, но я думаю, что намного меньше, процентов на 30 из того, что мы знаем, наши цитрусы связаны плантации именно мандарины по всей территории Абхазии. Это связано с тем, что, может быть, кому-то интереснее заниматься на этой же территории, поменяв категорию, построить то или иное здание и больше получать прибыли, чем, скажем, от тех же цитрусовых. Ну, возможно, так. Но сегодня, если выработаем, если это законно будет, мы сможем препятствовать этому. Но в любом случае мы, наверное, будем предлагать, чтобы такой массовый характер, изменение категории в ней носило. Например, в Афоне, в Гаграх мы делали анализ почвы и так далее. В советские времена, когда бесплатно доставлялось и торф, и удобрения, и все без рубля, и это было искусственно созданные плантации. Там ни анализ почвы не позволяет. В этих местах должны строиться какие-то курортные и так далее. Потому что невозможно, когда мы проезжаем Афон, помните, в советские времена все желтое было. Туда надо вкладывать сегодня по себестоимости. Если вкладывать, эти мандарины будут стоить килограмм до 300 рублей. Экономисты могут подсчитать, что на самом деле землю надо рационально использовать. Если там не растут искусственно, все можно. И в этом кабинете можно вырастить. На встрече говорили и о проблеме реализации некондиционной продукции. У крестьян нет возможности переработки цитрусовых, не отвечающих товарному виду, из-за отсутствия, к примеру, консервных заводов. Беслан Джопа проинформировал, что в селе Адзюбжа в скором времени будет реализован проект по строительству перерабатывающего предприятия. На стадии уже начала работ находится один из проектов, на который я, как министр сельского хозяйства, возлагаю большие надежды. Это в районе будет Дзюбжа, один из тех, кто это граждане Абхазии, один из тех, кто там, это не секрет, участник общественной палаты, Низам Хапат, их всего, они как раз сейчас находятся на выезде с решением проблемы кредитования. То есть этот проект, если он будет в той мере, которую мы предполагаем, а он большие инстанции уже прошел, поддержка государства уже и в юридическом, и в словесном уже есть, одобрение Росэкспорт-центра, который этим занимается, и выделение средств некоторыми банками уже на стадии обсуждения получили добро. Просто некоторые вопросы решаются сбором документов.
Это то, что может снять вопрос переработки. Он до 20-25 тысяч тонн может переработать не только мандарины, все, что произрастает в Абхазии. Председатель Государственного таможенного комитета Утар Хеца рассказал, что на совещании с российскими коллегами было принято решение при необходимости открыть дополнительные полосы на абхазо-российской границе для грузовиков, перевозящих цитрусовые. И, по нашей рекомендации практически дополнительно до 30 должностных лиц инспекторского состава были прикомандированы на МАП «Адлер». Плюс открыты были дополнительные окна. Объем сегодня перемещенной продукции составляет 4671 тонн. Что касается ценового индикатора, да, как он формируется. Значит, это в соответствии с постановлением Кабинета министров цена учитывается, значит, затраты самого, значит, производителя. Это постановление Кабмина 24 рубля. Плюс, значит, сюда добавляются при вывозе мандаринов необходимые, значит, справки от государственных структур. И плюс еще, значит, уже идет там где-то 9-10 рублей. Это, значит, транспортные расходы, ГСМ, брокерские услуги и прочее. То есть вот и в итоге сформировалась сумма 38 рублей. На абхазской границе при вывозе сельхозпродукции необходимо иметь сертификат соответствия и заплатить таможенный сбор, который составляет 0,1% от стоимости 1 килограмма товара. На российской же стороне предпринимателю придется заплатить ввозной НДС в размере 20%. Алика Травшина, Алгвинджи, Абхазское телевидение.